Байра Яса. Всех приветствую на канал Аса, канал, посвященный физической аланской культуре. Приветствую всех хищников, достойных сыновей, дочерей не только аланского народа, но и народа Кавказа, России. Всех, кто любит наш осетинский народ. Именно любят они. I love you forever. Как всегда, тема культуры, физической культуры с акцентом на сегодня кодексе осетинской чести. А так можете задавать любой интересующийся вас вопрос, и на который я постараюсь ответить по своему уровню знаний, поделюсь, а дальше уже думайте, исследуйте сами. Ну, прежде чем о кодексе осетинской чести, ну что такое кодекс? Все знают у нас вот эту брошюру, там правил. Настоящий осетин, там осетин. И в какое-то время я решил, потому что по каждому из пунктов были вопросы. Ну, там в плане, нужна была просто конкретика. Да, не просто поверхностно, настоящий стиль делать то-то, как робот. Заповеди, да, начиная с основы базы, да, кто такой наш народ, его корни, да, его мировоззрение, культура, исходя из этого уже строится культура, да, определенная, правила, этикет, менталитет и все остальное, образ жизни. Да, не безосновательно, они делай это, делай то, не знаю что, где. Мы же не роботы, да. И вот это я подготовил и предложил это народу как национальная идея, и предложил это главе организации Стурниха Совет старейшин, которые одобрили. Ну, на тот период это был Кучиев Руслан, если не ошибаюсь, глава. То есть была передача такая на Иристон ТВ, есть идея. Я пришел, там были все достойнейшие сыновья, дочеря нашего народа, известные. Я там был рядом со Славой Джанаевым. Так судьба свела, что я рядом с ним сел. Кимина Туаева, Людмила Макеева, Агузаров Суслан там был. Ну, это певец был. В общем, потом зам главы Стурнихаза организации, да, Совет старейшин, Тамирлан Камболов. И, можете посмотреть, есть идея, я там, правда, там вырезали много, и после этого, и Слава Джанаев говорил, я больше никогда не приду, чтобы меня интервью брали, потому что вырезают, то есть точно так же и у меня. Может, я там немного, в общем, но лично для меня вопросов не было, потому что ничего придумывать не надо. Да, культура наша есть идея, идеология. Оно само по себе ставиться не должно, да, и некорректно задавать вопросы, идеи там. То есть конкретно никто ничего не мог, я даже о чем там говорили, я даже не помню, кто-нибудь какую-то идею выдвигал, но после этого, это я к чему говорю, к зам подошел к главе старейшин, и он мне сказал, приходи, Арбацо,
Арбат Султан главе на прием, он почитал, сказал, одобрил и говорит, вот еще есть кто-то сделал хорошее, ну, понравилось ему, как я понял. И из этого дан можно сделать один. И все, на этом я это предчувствовал интуитивно, что как обычно бывает, все. А потом у себя же на страницах там начинают жаловаться на то, что у нас беспорядки там, обнимаются, целуются около детей туда-сюда. Я с ненавистью читаю и внутри говорю, «Ну, а зачем тогда я приходил, для чего я этот кодекс подготовил, правила, чтобы в обществе были, да, какие-то, чтобы народ их утвердил как закон, несущий порядок. Если этого нету, то, а потом там вы говорите, типа, Фред, что это дает там через прямые эфиры, там, ну а как тогда? Остается через прямые эфиры ну, свое слово нести. Если вы думаете, что в реале, я самый реальный, я первый, я самый первый, кто громко-гласно заявил, что у нас своя традиционная религия. И народ собирал, то есть в реале ходил там, кому мог ходил, искал поддержки. Я диски выпускал с своей программой разработанной. Когда еще такого движения, как стрит-воркаута не было, я уже тут диски выпускал тиражом. То есть пропагандировал это движение. Не было такого вообще, как стрит. Был Фред Спорт. Фред Спорт мы его назвали так, на ветреную. Ну, как назовем и кто монтажировал Фред Спорт. Ну, давай. И вот это раньше стрит-воркаут, Фред Спорт, по крайней мере в Осетии. В мире еще, то есть не было интернета, когда не было, я уже, ну кто-то скажет, ну до тебя тоже СССР, туда-сюда, но одно дело просто простые обычные упражнения, а другое дело это представить как вид искусства. Да, и внести туда творческие элементы, то есть вот такие разные, вот как стрит-воркаутеры. В общем, своими силами, благодаря отцу прежде всего. Вообще все, что финансово, хочу сказать, что это благодаря родителям, отцу. Если бы, наверное, не я бы все равно добился, я сам по себе такой, но материально. Я бы собрал, все бы сделал. Но благодаря отцу. Вот в плане финансового я смог диск, тираж, ну на это же деньги все надо. Я искал спонсоров, ходил, вот к вопросу то, что я никуда не хожу. Я ходил в мэрии, искал поддержки от избирателей, депутатов, я их поддерживал, я на Фадзаева агитировал. В общем, ни от кого сам помог больше, сам, потому что я агитировал, я свое слово сдержал, то есть, да, мне обещали, кто обещал, мне никто ничего не помог. Я со своим диском потом ходил, спонсоров искал, и тоже обещали, никто не поддержал, в итоге, ну, я оставил все это дело, просто под реализацию эти диски сдал, сам тренировал молодежь. Это было давно, в 2007 году я этот, чтобы вы знали, что в каком году, в 2007 году я этот диск выпустил. Хорошая фигура без тренажерного зала, Фред Спорт. А потом хотел раскрутить, распиарить через спонсоров, искал, в мэрии, горы с полком ходил, в министерство спорта ходил. В общем, и потом никто не поддержал, и я оставил это дело. Проходит время, интернет появился, когда уже туда ролики начали. Потом Минин, Ганнибал и так далее, и все. Я удивился, честно говоря, думал, что я один такой. И, ну, но был бы один первый, так-то я бы мог быть первопроходцем в этом плане. Да. Моя цель была, дело в том, что не просто
это движение распространить, да, через диски, потом сделать площадки. Я когда к ним обращался, у меня были идеи у нас в городе площадки сделать, стрит-воркаут, у меня планы были, схемы. В общем, творчески как-то я хотел. В общем, в итоге я в тени остался и все. Никто не знает в мире, что вот кто-то был, который, да, ну, потом это стало стрит-воркаут начали называть, да, уличная тренировка. Ну, а так вообще благодаря и брату тоже. Брат, он на турники старший ходил, у него с позвоночником проблемы на тереке. Я в 14 лет еще на вольную борьбу ходил. Ну, а фанатиком был так-то по себе. Во все виды спорта я. И в карате, куда я только не ходил. Тэквондо, но профессионально на вольную борьбу. В тренажерный зал. И в день я по 6 раз ходил. В общем, и брат ходил на новую набережную, там вот старые турники, поле было, я туда ходил. И зимой, и в 14 лет, чтобы вы знали, мой рекорд был все 6 хваты, вот 6 хватов, самый широкий, средний и узкий. Потом обратный, широкий, средний, узкий. То есть 6 упражнений, да, 6 хватов, я делал каждый подход, каждое упражнение делал 6 подходов по 20. Это в 14 лет. Зимой, я помню, приходил. Так я сильно полюбил. Ну, чисто из-за брата. Брат ходил, и я тоже его любил. Его, ну, с ним вместе. Там несерьезно было, смеялись, я его постоянно там смешил, еще что. Несерьезно как-то. Ну, это так. А потом я полюбил и сам по себе начал. Программу составил. Ну, тоже брат, благодаря брату. То есть он тоже очень много делал, много, ну, подходов, упражнений. Это он мне по 6 подходов. А мне 14 лет было. Ну, не сказать, что я чисто делал, но делал. А так мой рекорд, я заявку дал на 210 силовых. На 210 силовых я на мировой рекорд заявку дал, в Министерство спорта пошел, сказал им, потом обратился, мне ссылки дали, вот кто рекорды, ну, фиксирует. И он мне, ну, какие силовые? Я хотел установить новый мировой рекорд. Не чей-то побить, а свой установить. То есть я подал заявку на 500 силовых. Не таких вот, как вы чисто знаете, вот такие, чисто. Такие мне потом скинули на мою заявку. Вот кто устанавливает, мне говорит, вот, ну, типа его рекорд, ну, побей. 21 силовых он делал, чистых. Я ему говорю, я не такие делаю, у меня свое вот, на свой лад, как, ну, еще не установленные, вот такие. То есть какие они были? Вот так, без остановки, вот ты силовой сделал вот таким хватом, да, и прокрутился. И вот так, без остановки, я заявку дал на 500 раз. 210 я на камеру снял, у меня есть в ленте, там посмотрите, или наберете 210 силовых, я или вот таким, или вот таким. Вот, короче, сделал, прокрутился, и так без остановки. Кто-то скажет, да, легко там, прокрутился опять, то есть по инерции. Но вы себе представляете, что без остановки столько количества раз сделать? Тем более там под конец увидите, я еще угол на одной руке удержания сделал. То есть, ну, у меня много так-то своих рекордов. На канат 50 раз залазил, потом с весом, когда я 86
шест весил, еще 40 килограмм и на канат, и, в общем, 50 раз на спортзал. Ну, в общем, есть свои. Вот таким хватом. Вот таким кто-нибудь пробовал хват? У меня это тоже на видео есть. На железном канате. Как к русским относишься? Как сам россиянин, сами русские, как и к любой нации, главное человечность. Да, ну, для меня главное правда, справедливость, открытость, честность. Да, добросердечие, от души все. Вот это для меня. Если я человек такой порядочный, я за людей культуры. У нас соседи, вот я знаю, у нас соседи Волковы там, ну, через очень порядочные люди. Ну, и еще много я за таких людей жизнь отдам. И не важно, какой нации. Я много знаю среди наций хороших людей. Грузин знаю. В общем, а так, да, ну, знаете, в чем загвоздка? И в том, что, видите, как политика. Вроде бы, как мы рассуждаем, привыкли, что в каждой нации есть хороший. Но, с другой стороны, у меня, знаете, какое тупиковая всегда бывает ситуация. В каком плане? В том, что почему-то эти мирные граждане или хорошие, ну, они вынуждены бывают, хоть и за политику говорят, грязная политика, вот как мы, живи себе, главное, а потом вместе «Хай Гитлер» кричат. И тогда человек задумывается о что-то. То есть поодиночке лично, да, а опять-таки в какие-то моменты, когда речь идет за народ, когда народ определенный путь по приказу следует, то внезапно все эти а-ля мирные граждане, дабы не быть изгоями общества, становятся этими зомбированными. Как Хай Гитлер, вот как в гитлеровской армии. Поэтому в природе, наверное, так или иначе, нет такого понятия. Я это понял. А это очень важно. Быть определенным, потому что за всем, за религиями, за как технологиями, за всем есть политики и политика, геополитика, да, и умы стоят, ну, которые прописывают будущее. А люди, они автоматически вынуждены бывают принимать какой-то выбор. И чаще принимают тот выбор. Вот, допустим, война с Украиной, да, посмотрите, наверное, хоть даже представить, что есть, да, вот там, допустим, мирные граждане, да, и что им делать, когда бомбу скидывают? Им надо какое-то решение принимать. Или за Украину, или за, ну, за они же прежде всего примут, наверное, свое, то, что им ближе, а не нашу сторону. То есть, или вообще надо убегать куда-то, да, не, на нейтральную, там ты тоже теряешься, там ты кому нужен, да, в другой стране. То есть ты растворяешься, как народ ты, ну, не знаю, в общем. То есть для этой стороны ты враг, для суда перейдешь и для другой враг. И человек здравомыслящий как рассуждает? Там есть верующий в Иисуса Христа, который за людей умирал, да, фанатики, которые у Бога просят мира, счастья. И с этой стороны. Все просят, все фанатики, а идут и друг друга убивают. И происходит братоубийство. И здесь все это теряется. И, ну, если общее брать, то какой-то это тупиковое, ну,
ничем не объясняющие, в общем. Поэтому это к тому, что как раз-таки вот, поскольку физическая культура само, но к вопросу молодежи, вот когда задают вопрос типа, а зачем культура этой житки прошлого, зачем нам это все надо? А вот поэтому, чтобы быть определенным, твое я это не просто безпородное, культурное, без своей истории я, да, вот ты родился, и ты я, и что? То есть, чтобы сказать свое я, ты должен понимать, что это я, это твоя история, и связь с своей историей и культурой. А культура, то есть и язык, оно не безосновательный. И для молодежи сегодня самое главное три составляющих. База, основа. Это для родителей, для учителей и для молодежи. Это не взак, не дал на историю. Наша история, культура и язык – это база, основа. Вы должны наизусть знать. Фундамент. Культура. Наизусть должны знать. Изучать все. То есть акцент. Принципиально, именно принципиально. Чтобы быть определенным, чтобы вы понимали, кто вы такие. Если вы не знаете свою историю, свою культуру, вас нету. Нет, ни народа нету. Вы ассимилированы. Почему? Потому что есть другие религии, есть другие идеологии, есть политика. За этими политиками, вот смотрите, вы говорите, что культура и житки прошлого, да? Теперь посмотрите, политику кто выстраивает, да? Система. Не то, что и тенденции кто диктует, и уже кто надиктовал, чьи технологии. Возьмите израильский мир, возьмите арабский мир. И посмотрите, кто за этими людьми стоит, кто их главный, умы. Голова, возьмем так. Есть голова, руки, ноги. И вы поймете, вот Израиль возьмите, кто это такие. То есть у них своя идеология в корне. То есть вы должны уже понимать своей головой, что их Агдал. Вопрос, это житки прошлого. Если на этом и они создавали свою систему, это те же масоны и другие, мормоны. На долларовой купюре их символ пирамида, сверху глаз, внизу надпись на латинице «Новый мировой порядок». Вопрос, это житки прошлого, если на этом держится их система. То есть, например, в их предсказаниях должен превзойти на трон, на месте, вот, где мечеть Аль-Акса, там они должны возвести свой храм. До этого у них какие-то ритуалы должны быть. И, в общем, придет Машах и будет типа всеми прав. Типа они несут волю Творца. Слово Господа. Они люди Писания. Они избраны, они богоизбраны. Да, это они сами говорят, не они сами, волю Бога несут. Теперь возьмите арабов, мусульман, исламский мир. Они точно так же, а у них вместо Машаха Махди. То есть видите в чем? Что такое толерантность, да, теперь? То есть там, где Израиль, центр мировых религий, где там вроде бы Бог один, а по факту мы видим, что каждый, то есть мы видим разделение. У одних один Бог Аллах, у других Элохим. У одних один идол, у других другой идол. И каждый думает, что он несет волю Творца, он богоизбранный. Теперь возьмите Гитлера, то же самое. Под идеей богоизбранности взял идею от культуры нашей, ариев, настоящих истинных арийцев, кавказцев. Это носители аланской культуры. Аланы – это есть арии. То есть не путайте с нацизмом, то есть фашизмом, нацизмом, да.
ничего общего с этим не имеет. То есть идею он взял именно. Аланы, именно кавказцы, это белая раса, аланы, индоарийцы. Они выдвинулись, наши предки, в Европу, там, потом в Китай и куда-то на Балцу шли в поход. И контролировали, имели политическое влияние от Кавказа до Ирана. Мы не с Ирана, потому что Иран был большой, и древнее его название было Ария. А Алан слово, производное от Ариана, это одно и то же. И мы занимали вот эти пространства, где кочевали родственные арийские племена. Скифы, сарматы, алан. Не было такого, что где-то наша, ну, как нас представляют, типа с Ирана пришли. Нет, дело в том, что это одно культурное пространство было. Ее верхушка, как на долларовой, в Израиле считается священной землей, там, где центр мировых религий. На тот период древний центр культуры этой, ариев, был вот Кавказ. Судя по тому, что здесь древнейшие артефакты, находки нашей культуры, древнейшие символы, да, и бытовали, и святилища, зуары называются у нас. То есть школа асов, да, центр Кавказа. То есть, и, как многие говорят, Кавказ никогда не был, вот как говорят, мы прежде всего мусульмане. Нет, древнейший Кавказ – это прежде всего своя культура древнейшая. Ну, а то, что, да, приняли потом, это уже другой вопрос. Но когда на тот период была своя культура, возьмите всех наших соседей, они тоже были частью этой, нахчи возьмите, дагестанцы возьмите. Своя культура, никакого ислама не было. Ислам нам навязали, пришли то арабы, то хромой, то, короче. Арабы наших предков постоянно. То на Дербента дошли, потом как его, битва была, Алан с арабами, персами. Вот вы говорите, что осетины это персы. Мы с персами воевали. Именно Алан и Аса. Это говорит о том, что мы не персы. А персы вы говорите, потому что да, нас хотят сделать пришлыми по политическим соображениям. Дело в том, что мы никуда не приходили, уходили. Наши территории были здесь. Да, это отголоски государственности, империи. И его голова, как в Израиле есть его верхушка, так и верхушкой нашего общества был вот Кавказ, земли. А потом уходили, да, племена наши, рода, как брат постоянно подмечает, рода наши, родственные. Ну, он-то не здесь, так-то само по себе. Просто дело в том, что вот это была распространена, и носителями ее были асы, аланы, наши предки. Поэтому территории на тот период, ну, это я все к чему говорю. Наша культура – это технология, тенденции, это мода, это все, это народ и есть. Это его идеология, идеология Нартиады. Нет идеологии, нет образа единого духа, единомыслия, нет и народа, нету. Нет твоего я, потому что твое, ну, я твое, лишь вот оно начинается вот с твоего рождения, а на твое я влияет много чего. Да, воспитание родителей, их ценности. А согласитесь, сегодня в таком хаосе многие потеряли наши истинные ценности. Нет порядка и мода, идеи. То есть кто тебе его формирует? Потом влияние через моду, да, вот то, что называется, квадроберы всякие, готти, мотти там, чего только нету. Потом религии разные. И твое я, оно нету. Ну, то есть, если мы говорим об осетин конкретно, носители нашей истории,
То есть еще и традиции, все, а традиции как типа дань уважения, и мы просто его иногда вставляем, или как бы 3 пирога, как у нас, или для молодежи. Да, но нет. То есть это все нужно для того, чтобы было дискредитировать нашу культуру и сделать ее чем-то таким безосновательным, чем-то таким, что это изжитки прошлого. Да, вы не понимаете одного истину в том, что с самых корней ничего не изменилось. Шла информационная борьба, перехват, управление. То есть, чтобы народ завоевать, что нужно сделать? Корни ему обруби культуру, и все, его завоевывать не надо. Почему? Потому что один одно принимает, другой другое, у них возникает разделение, споры, в общем, еще мода, молодежь, кто хочу, что принимаю, нет единомыслия, и все. А культура – это изжитки прошлого, и у вас предки ассоциируются вот с папахи, там, газыри, и все. Как будто дальше этого ничего, да, это не модно, не типа, да. И в этом вся ваша ошибка, то есть это шаблонное мышление. Кто хочет поддержать, вот там пишет, что на счет, вот в описании канала на счет можете закидывать. Чем больше, тем лучше, где-то 1 000 000 хотя бы, как минимум. Всех, кто поддержал в прошлый раз, тоже закинул очень. Пусть вам воздастся это во много раз больше. И пусть вам мои слова всем только от души желаю. Просто мои вопросы, то, что я поднимаю, дадут просто задуматься, как минимум. И принять, делать какие-то решения. Так что всем от души. Так что вот смотрите, в общем, это противостояние сейчас не заканчивается. Как говорят победители, пишут историю. Да, сегодня мы о прошлом говорим, да, это вдохновляет, но вы только представляете пир нартов. Мне, как Слава Джанаев говорил, раньше могли 3 мужчин вот за одним столом сидеть хоть целыми днями, они могли петь целый день. Петь. И у них их на багане, на алутонове, арак, он не заканчивал. Ну, то есть они его не допивали вообще. И даже если пили, они... А сейчас, да, ну, раньше пели постоянно. Песни за столом. Раньше не приходили кушать, лишь бы покушать, попить. То есть и какая сила была. А представляете, пир нартов там, когда они пировали, что там происходило. Там открытость, там ересь ганга, они... Представляете, что там было, какая мощь, сила, виде, ну, они могли, наверное, спорить там. Их сила была направлена не на друг друга, как у нас. Наша проблема постоянно... В чем вот говорят наша проблема? У нас такая, мы любим друг друга доказывать, что начинаем доказывать друг другу, что, ну, на личности, что мы вот, в общем, дух соперничества. Конечно, это нормально, но когда оно в ненависть переходит, вот это у нас часто именно вот эта проблема. А предки как они? Вы просто вообразите себе, вот пир нартов, вот они сидели, что там происходило. Вы даже один вот не можете на мероприятии посидеть, там что-то покушали, кто-то выпил, он уже артакмардой, он уже ничего не, он слабак.
А представляете, тогда неделями, два, ничего там делали, что там происходило. Вот вообразите. Раньше вообще говорят, вот, насколько старший рассказывал, вот валанские ряды, когда они шли на войну, в первые ряды отбирали Амхоцфарс, Файнакфарс. У моего деда был такой, со склеенными ребрами, сплошная кость. То есть грудной ребенок, вот мой деда-брат, он рассказывал, соседи пришли, и, как обычно, там поставили на стол, и мать держит ребенка. Он вот так нагнулся и пить хотел, ведро с водой так поднял. Грудной ребенок, ведро с водой. И выпил вот так. И эти соседи, у них глаза. И дед рассказывал, ну, такое есть мнение часто, я слышу, что от сглаза они умирают, там надо какие-то обряды, что-то делать. Ну, может, скорее всего, просто это из-за того, что по физиологии что-то не так. Ну, точно я не знаю. Но раньше такие рождались. Так вот, раньше в первые ряды говорили, вот избирали, вот как, у них же панцирь был непробиваемый. И типа там вот таких, а во вторые ряды избирали, их называли дуазардехаться, то есть двумя сердцами. То есть они могли там 3 дня, 2-3 дня без остановки рубиться на мечах. Кстати, вот скифов взять, скифы, лучники и акинак. Акинак, наверное, это кинжал оттуда идет. Да, акинак. Это чисто скифское. Ну, и скифы владели ближним боем, вот на ножах, можно сказать, да, у них они... И потом, как представляют, что типа нарты там здоровые, большие, ну, наоборот, там нужна была ловкость, да, они могли, когда кочевали, все из коня, да, перепрыгнуть на другое, они должны там, тем более, маневры делать на коне, там, там ловкость, гибкость. То есть это совершенно другая физиология. А сарматы, они наоборот, как Петр Кузьмич рассказывал, у них тяжелая артиллерия была. То есть рыцари, кольчуга тяжелая. Потом у них длинные щиты, арчитеса была, а мамана фетухспалку не садзунца, то есть длинные щиты. И они так шли и пронизывали врагов, вот как шашлыки. А потом у них мечи были тяжелые, длинные тоже они. То есть у них физика совершенно грубая, у сармат. А скифы такие были. Тоже интересно. Так вот, вот эти с двумя сердцами, у них выносливость такая мощная была, что вот вы подрались один раз, да, и то, если вас не это, то вас надолго не хватит. А теперь представьте, 2-3 дня рубиться на мечах тяжелых. Это что за физика люди были, да? То вам не халам-балам. А сейчас... То есть, ну, физика... То есть нарты, представляете, они вместо того, чтобы на друг друга акцентировать какие-то, они у Ханабалцу ходили, да, пировали там, а потом доказывай, иди, ну, уходили далеко, они вплоть до Берберии дошли, да, и там, представляете, что попробуйте сейчас такое замутить. То есть сами себя создали, народ, то есть создавался, это своя голова на плечах. То есть каждый себя считал часть общества, и в этом обществе были свои ценности, свои, вот все своя голова, то есть те правила, как законы, которые этому народу нес его голову, его силу. И оно направлено было на
исходя из того, какие знания у него были, мировоззрение, его культура, да, то есть арии. Идеология, да, отсюда и асы, то есть воины света, то есть носители культа солнца, огня, да, культуры. Так, у меня вопрос, как называть человека из Южной Осетии? Как, в каком смысле? В смысле, этноним? У нас в последнее время вот эта тема, еще раз повторю, чтобы всем было ясно, мы уже сформировавшийся один этнос, и как бы у нас есть этнонимы, и все эти этнонимы часть народа, и у каждого этнонима есть часть своей истории. А так мы единый, как бы уже. Скифы, сарматы, аланы, дегорцы, кударцы, туальцы и другие, чесанцы. К вопросу о том, что часто говорят там, какая разница там, типа, с Кударского, с Дегорского ущелья. То есть этноним почему-то привязывает к ущелью определенному. Но нет, именно этноним, он не в рамках ущелий, а за рамки ущелья он уходит вглубь, да, в историю определенную часть народа, допустим. Я же публиковал, вот есть Астигор, да, у него есть не безосновательное какое-то, да, Асы Тигор, да, и на карте, где мы фиксируемся, это есть асы, аланы себя асами называли. Аланы это производная от Ариана, то есть перевод его. Это точно. Аланы Арианна. Древнее название Ирана Ария. Арий. Да, то есть за нами закреплено, допустим, Дегорская часть асов, да, асы, Астины, это вот за нами закреплено вот этот этноним. Ас-Дегор, его связывают именно с тохарами, тагурами, тогарами, то есть или тиграми, да, тотемное животное, тигр. А тохары, тогар, то есть ищущие войны, крови. Ну, тотем, войны постоянные, естественно, войны себе тотем брали такой. Ну и, а так синоним асы, это вот как и Ирон. Дело в том, что у нас споры часто возникают из-за того, что все обобщают, говорят, все мы Ирата. Ну, опять-таки, если, допустим, кто-то будет против кударцев говорить, или иронцев, или я скажу, что я кударец или иронец. Но, опять-таки, я не могу точно сказать, что это обобщенное, да, какое-то одно, вот самое древнее, вот этноним единое. Допустим, почему? Потому что вот арии, это понятно, ну, культура одна. Арии, нарты, более древнее название нашего народа, насколько мне известно, по историку, как нам Петр Кузьмич рассказывал, в археологическом музее у него древо есть, корни, и там самые древние наши марты, Маарта, дети солнца, или нарты. Там арт, там не ир, там нету, ни ироны не начинается, ни дегора, а именно нарты. Нарты. И то есть арий, нарта, арта. И то есть отсюда и потом уже другие наши этнонимы идут, да, если говорить о более древнем. Но многие почему-то вот тоже спорили, вчера тоже вот с братом спорили.
Многие же переводят осетины это на осетинском языке Ирон. Да, или Аланы Ирон. Нет, буквально он не переводится. Ассы, это и есть ассы. И на осетинском это ассанта. Ну, у нас еще говорят ассанта. Вот дегорская часть, там, допустим, вот я же среди дегорцев, да, осетин дегорцев, да, там мать, отец, там себя никто Ироном не называет. Именно дегорцы. По карте тоже. Осетины дегорцы, ассы. Осетины это и есть ас, ас это и есть. А аланы себя ассами называли, арии. Аланское племя, западная территория, да, где это Кабардино-Балкария, Нальчик, там это аланские территории были, пока тюрки не пришли и не отобрали эти земли. То есть и мой предок оттуда пришел. И там вот как мы пришли, как мы назывались ассами, там многие знают, и фамилии есть Ассанта на нашем языке. Он не переводится, его имеется в виду не буквальный перевод, не ирон. И это часть, то есть ас-дегорцы, то есть часть нашей общей истории, родственные. Но мы все родственные. Кстати, куда я сегодня тоже думал, и не только сегодня, от слова каддар, то есть дарийцы, да? Кад, арий там тоже слышно, кад это славный. Может быть, носители каддар, то есть славный, да, арий. Ну, это я неоднозначен. Опять-таки, надо знать там лингвистику хорошо, чтобы что-то утверждать конкретно. Ну, во многих вопросах я однозначен. Так вот, многие, вот, допустим, Ирон, есть Миллер, он переводит как арий, насколько известно. А Абаев, допустим, он не переводит как арий. И вот здесь у меня, я чуть раньше всегда говорил, вот если арий обратно почитать, Ира получается, Ира. Но не Иро, но не там Ир есть тоже, да, возможно. Но опять вопрос, что древнее, Арий или Ирон? Да, если учитывать древнейшее самоназвание Нарты, Арта, но и это Арий. Везде, где мы вообще на картах есть, где нас кто видел, везде мы или Аланы, Арий, то есть асы, Аланы или Алемании, везде, в Европе, где бы мы не были, там аланы, асы. Венгерские ясы тоже, там нету ирон. То есть и себя скифы это ашкенази, да, на своем ашкеназе, асы там тоже. И я просто не могу сказать, что ирон это общее, как бы это самое вот обобщающее. Но вот брат спорил, что ирон это есть арий. Хотя Абаев, видите, он это объясняет почему. Посмотрите историко-этимологический словарь. Кто-то вообще науку, как вот брат, он полностью, но я не могу не учитывать людей, которые, да, чтоб мне тоже не верить, да, опять-таки. Для меня главное правда и справедливость, и пока я сам точно не пойму, я не могу что-то утверждать, и опять-таки я ценю каждую часть народа, и это мы уже едины. Но так сказать, что у нас свое есть, ас-дегорцы, да, мы говорим. Почему я должен, да, почему тогда другие не говорят, что за один не берут дегорцы? Или кто сказал, что дегорцы, дегор слово этноним, он моложе, чем Ирон, или, может, наоборот, древней. Вот если по языку судить, то многими признается, что дегорский наиболее архаичный. Как минимум, он наравне с иронским идет. И если вы возьмете словарь дегорский, то там очень много слов, которых нет в иронской форме. И там есть много взаимствований. Есть такие слова, которые нету. Ну, в общем,
и разные влияния, допустим, много тюркских слов, много и войнахских есть, и у них есть тоже взаимствования. Очень много. Вот когда начинаю говорить, типа у нас, ну, база может арийская, да, наш язык изучают как древних ариев, древнеевропейский, например, восточно-германский, да, основатели Европы кто были? Предки наши, аланы, войны в Германии, да, англосаксы, саксы это саки, скифы. То есть наш язык изучают как свой древний, европейский. Это к тому вот говорят, что у нас иранский. Нет, вообще к иранцам по генетике нынешним мы вообще никакого отношения не имеем. Разве что у нас древний язык Ирана, да, но мы не иранцы. Да, и тем более изменилось много что, и взаимствований много. Есть от грузинского, например, очень много. Я вот запомнил персик, допустим, алтами. Короче, у меня историко-этимологический словарь есть, вот откройте, у кого есть, или купите там, сами поймете. То есть это я к чему говорю? Ну, когда мы за один этноним говорим, да, у нас культура одна. Главное понимание, что под этими этнонимами и как носители какой культуры мы являемся. Да, это мы всегда говорим Ари или Ахдау, Ардау, да, то есть кто-то, да, Ирондин, я говорю Ассадин. Но опять я с тотчас не могу какой-то этноним. Я говорю, что мы арии обобщенные когда для всех. Мы родственные арийские племена, а древние наши предки нарты. Но опять оно, нартовский эпос, там же их целых 3. Поэтому надо уважать каждый этноним, думаю, справедливо. И каждый из них, он несет, опять-таки, именно одну культуру. Вот то, что нас объединяет, это единая культура. И язык так или иначе. Хотя, опять-таки, есть такие слова, которые... А потом влияние там с другими народностями туда-сюда. И... Просто дело в том, что когда, допустим, часто вот я смотрю, там, где горец произнес и начинается, зачем делить народ, там, вы что, отдельные? И вот это мне не нравится, потому что, ну, если кто-то будет делить, он же заявит об этом. Дело в том, что никто не делит, а произносит свой этноним. И он не безосновательный и какой-то типа, вот как мне привели в пример там какого-то района название там или селения, ну, где селение, где этноним, у которого большая история, и на картах она обозначена, древних картах. Возьмите где-нибудь там, да, возьмите какое-то название там, поселение или там общество, и ну, как можно сравнивать? А так, конечно, как бы. Поэтому у нас есть скифы, сарматы, аланы, дегорцы, иронцы, кударцы. И мы как один этнос. Дмитрий, да, расскажи о себе. Ты кто есть? Я, я это я.
Так зовут, как есть мой канал, Асса. Называйте меня Асса. Мой этноним, и это то, что я несу народу. Асса – это наша культура, наш этноним. Культура ассов. Поэтому у меня канал Асса называется. То есть это не просто в танцах выкрик Асса, это духовно-религиозное понятие. Религии у нас, нет, почему называем религией? Потому что у нас те же истины, как и во всех религиях, только своя. Поэтому есть, вот запомните, есть мусульмане, есть христиане, есть ассы. Культура ассов. Алан, Арьев. Вот те, кто за Алан говорит, за наследие, вот это культура. Алан – это Арий, а это значит носители культа солнца, огня. Ассы, язычники. И вот я носитель вот этой культуры. И мой канал посвящен физической аланской культуре. Я занимаюсь развитием нашей культуры, прежде всего. Идеолог, религиовед мощный. То есть, вот моя тема – это база, основа нашей культуры. И что такое Бог наш Хуцал с точки зрения нашей культуры, отличительный от арабских понятий, терминов, слов, названий, их богов, от Элохима и других. То есть моя тема идеология, единствие, то есть обо всем том, что вот называют древнейшая культура древнего мира, ариев, ассов, древней культуры Кавказа. Вот моя тема об этом. Ну и остальные те проблемы, которые в обществе есть, как часть общества, я поднимаю. Я хочу всем сказать, вот лично мне, по всем, вот я ответил, как я сделал лекцию, как я ислам оставил и вернулся к своей культуре, я сделал, как я оставил ислам. А потом и ответ мусульманам там, опять-таки, не с целью кого-то что-то сказать, что есть проблемы, есть вопросы, да, которые человек не может, если ты часть общества, да, есть проблемы, есть, и ты их поднимаешь, эти вопросы, чтобы их решить, да, для чего, чтобы, как и все мы, найти единомышленников, подумать, и для будущих, для младших, что, есть проблемы. И я давно эти проблемы знаю, в плане вот с религиями очень, это я считаю самыми базовыми вот в нашем народе. И как многим не кажется, что религия это что-то типа личное, что-то, нет. Как когда-то, это лично мое мнение. Почему? Потому что когда человек принимает другую религию, это 100% я сам для себя на своем жизненном опыте понял одну истину, что одного Бога нету. Есть мусульманский Бог, есть христианский Бог, есть буддийский, есть... То есть каждая религия, каждая идеология рисует, создает тебе тот образ, в который тебе предлагает поверить и наслепо. И чем больше, то есть когда ты принимаешь что-то, как истину в последней инстанции, все, что в рамках твоей культуры, ты уже не воспринимаешь, твоя культура ассимилируется, потому что она для тебя становится неправильной, и твоя история, все то... Вот, допустим, принял ислам, твоя история, твои истины начинаются с ислама. Принял христианство, твоя истина, твоя история начинается как мир создал Бог за 7 дней и так далее. И тому Иисус это самый такой, а мы типа из земли, из глины мы никто. Мы рабы, мы там. А наша культура, когда ты начинаешь ее, да, надо признать, что мы проиграли информационную битву в корне и завоевателей, прежде всего. Да, прежде всего информационная война идет, а уже идеологическая, да, потом идейная, а потом уже физическая это последствия. И вот мы ее проиграли, вот наша культура, ассов. Да, те, кто причислялся к этой культуре, в том числе и наши соседи были частью этой культуры. Никогда нахчи ни мусульманами, ни дагестанцы, никто не был. В корне, никогда.
И никто не скажет, что они менее достойнее были, чем когда приняли ислам. Тем более культура, то, что в исламе, я могу точно сказать, что многое не противоречит культуре. Именно. Тем более, когда ты принимаешь, как я сказал, то есть для принципиальных последователей ислама, для них главное что? Быть в среде, где шариат есть, где ты должен 5 столпов ислама исповедовать, да? Ухождение от чего-либо из 5 столпов, это приравнивается к неверию, достойной смерти, то есть в среде мусульман. Я уже не говорю о том, что да, те, кто течение другого, даже они уже считаются. Вы сами знаете, вон Сирия, что там происходит. Я уже не говорю о том, что традиционная культура, это вообще они считаются кафиры, неверные. И ты понимаешь, что у них в голове программы устанавливаются. Вот возьмите свидетели Иеговы. Допустим, стоит тебе сказать, что ты традиционалист, у них автоматически идет, что тире типа грешник, который не попадет в рай. То есть тебе дается уже автоматические определения и автоматические деления. Разве не религия формирует человека, да? В этом бытие много что. А теперь возьмите с точки зрения нашей культуры. Чем больше вы ее будете узнавать об ее истинах, да, о своих именах, что они в их переводе, что они в подтексте, да, символизируют, обозначают, через свою символику. Код через знания, через символы, через культы твои. И вы поймете, что и будете больше осознавать, что вот будете приходить к тому, что ваши названия, да, на своем языке, это совсем другое информационное поле. Свои истины. И они чужеродны, именно родные, чужеродные. Другим идеям. Чисто принципиально. То есть для одних одно должно быть, а то, что за пределами там их религии, это неправильно. Потому что для них всегда будет только одни истинные образы в рамках их религии, которые им создали, да, религия, кто их написал. Тогда как у самого, допустим, Иисуса не было никакого писания, посредников, и он не подразумевал, как и любой я, допустим, что ко мне было какой-то фанатизм, идолопоклонничество. Я несу, допустим, о своей культуре знания и понимание, чтобы каждый понимал, и в себе видел, да, дух, вот то, что мы называем вечный. Отсюда и наше самоназвание, да, Ассы, Аланы, это богоподобный, подобно как Иисусу. Да, у нас совсем другая культура. Если в рамках Библии один богоподобный, и только через него мы только найдем свое спасение, да, через посредника, через определенные культы, признания, шаблоны, то в рамках нашей культуры тебе через твой язык культы, у которого есть основа, да, которая тебе дает это знание, у тебя есть свое описание сотворения мира. То есть твое «я» начинается не с Библии за 7 дней, да, который выдают за истину в последней инстанции. А типа наша культура – это мифология, сказка. Да, но чем больше ты узнаешь с других источников через призму своей культуры, в сравнительном анализе одни истины проясняешь, чем больше ты понимаешь, что совсем не так, как тебе это преподносится, а преподносится именно так, как дискредитация твоей культуры, типа язычники, огнепоклонники, неверные. Если бы так не было, человек бы молчал, ничего не говорил. Понимаете? Если с точки зрения Библии и других писаний, там, Бог создал за 7 дней, и есть какие-то фрагментально дух, душа, тело, вечность духа, то через наши культы и язык, другие источники, непредвзятый, да, человек, познающий свою природу я, он понимает, что его я не начинается
с Библии, вот с их шаблонов фраз. Бог создал за 7 дней. Ну, когда человек начинает своим умом, который ему дан свыше, да, разум, начинает мыслить, а это главное. Да, как даже, исходя из того, что и наука говорит, какие 7 дней в начале бытия. Да, чтобы человек сформировался, это какая эволюция была. Достаточно посмотреть фильм даже ученых, как звезда рождается, или зачатие. То есть это долгий процесс эволюции. И когда ты через свою культуру, через символы это начинаешь познавать, то понимаешь, что твое «я» начинается не с Библии, не с другой религии, а с своей культуры. И твое «я», оно не безосновательное какое-то, буквальное «я». И не начинается с твоего рождения. Оно начинается на нашем языке «я» это есть «аз». А оно понятие богоподобный. Носители нашей культуры это были и славяне, да, все те языки, которые относятся к индоевропейской языковой семье. У них у всех, например, у славян тоже раньше буквица начиналась с «аз», с понятием богоподобный, азбуки веди. И счет начинается. Раз, два, три. Ра-аз, я есть свет. То здесь мы видим подтекст, отсюда и ас, раз, отсюда и язык, рассвет, ра-аз, свет, я есть свет. Начало, раз, два, три. Евдуарта, артайскун. То есть здесь мы видим наше начало. Наше начало начинается с нашего «я» аз вечного. Без посредников, без того, чтобы креститься в кого-то идола одного, и он типа истинный, а все остальные типа. И тут ты чем больше свою культуру через другие источники начинаешь понимать, что это понятие многомерное. И вот это же само аз-ас и есть солярный символ, символизирующий Творца. А сам солярный символ символизирует 5 первоэлементов. Огонь, то есть дух. В культуре ариев все, что связано огонь, это обозначение дух Творца. Огонь, ветер, вода и земля. То есть это та история, как из беспредельного пространства возник наш мир. Мы, наше начало, дух. И пошла эволюция. Вот солярный символ, крест, вот это А, наша буква, она и образует. Да, и солярный крест. Солярный символ тот же крест, только в движении. То есть это языческий крест, дохристианский. То есть шла долгая эволюция, то есть это символ принципиального устройства души, основы, базы. Потом еще 7 кругов эволюции человек прошел, это есть семибожие. Чтобы сформироваться, тело огрубилось, да, вот то, что 7 чакр или 7 тонких тел, эфирное, астральное, ментальное, будхическое, это вот источники говорят, да, об этой. Библии нет. В Библии дух, душа и тело, и все. А здесь еще 7 тонких тел. То есть это нам просто фрагменты, которые не даются в других источниках. Значит, что-то упрятали, скрыли, как им выгодно было, так написали, и ты должен в это верить. А тут ты понимаешь, что о своей природе, откуда оно начинается. То есть наша история не начинается с аланов, кочевников, со скифов каких-то там. Наша история начинается в самых глубин веков, с самого начала зарождения нашей из бесконечности. То есть речь идет о нашем эфирном теле знания. Вот это аз-ас, оно имеет такое понятие. Его Петр I, еврей, искоренил и ввел туда буквально «я», и все, стерев нам память. То есть, и видите, и у вас автоматически ваша история, ну, к ней предвзятость, и что-то из житки прошлого, и образы в кольчугах туда-сюда. А тут вы понимаете, что там были расы, цивилизации, атланты, лемурийцы, гипербореи. Это грубые, более такие, а до них были нематериальные тела. И вот как раз о них знания. И вы представляете, что
в этой эволюции долгой происходило. И мы продукт этой эволюции. Насколько у тебя более обширные, да, понимания, знания, сознания, нежели Бог создал за 7 дней, что за Бог, где, что это такое, а ты типа вот, ну как это понимать? Нежели ты через символику это понимаешь, а это есть квантовая физика. Наши культы, это есть аз понятие, это вот как раз часть единого целого, знания своего начала. Это есть квантовая физика, наука, все. И более того, 3 пирога, такой же культ. Вот говорят там Блаватская, типа агенты какие туда. Дело в том, что те источники, которые не берет, да, из древнейших источников, Зороастрийство, она тоже в сравнительном анализе, то есть она проводит и говорит о древнейшей символике от начала сотворения мира, описывает. Круг, точка в кругу, потом горизонтально ее пересекает, вертикально, солярный символ. И в точности вся эта символика отражена в культе, допустим, 3 пирога. Да, это в миниатюре акт сотворения. Что в языке? Когда мы произносим перед тем, как культ сделать, о хуцал, где о это не просто о, что за о, а это первичный звук вибрации, от которой все мироздание возникло. В индуизме, буддизме это мантра ом аум. А как описывают ученые, это вот и есть беспредельное пространство. А Хуцав – это наш мир. Хе – солярный символ, крест, принципиальное устройство души человека. То есть у нас своя история. А в материальном мире солярный символ – это и есть солнце. У ариев солнце олицетворял Бога в физическом материальном мире, зримом мире. То есть это наиболее материальная субстанция, символ Творца. То есть посредством этого символа вот и свет, да, проходит и через нас, да, и в нас это часть есть. Все же через нас происходит и восприятие всего. Одно во всем, все в одном. Квантовая физика. И Солнце для нас это не какой-то как ученый. Вот в чем обман? Ученые нам это представляют, вот дух времени. Вроде бы, да, как можно дискредитировать, да, такой фильм создали, который Иисуса дискредитирует. Типа на самом деле Иисус это солнце. У египтян был бог Горн, а на самом деле это есть Хорн, Хуцау, Хорс, Хуарз, это есть символ солнца. Но мы видим, с одной стороны, дискредитация, с другой стороны, дискредитация, то есть два сапога пара, дискредитация нашей культуры. Они его, солнце преподносят как типа физика, там, солнышко, материальный объект, бездуховный, без... А наше мировоззрение, культура, говорит о том, что солнце это наш отец, который нам дает свет, наш предок. Отсюда и культ солнца, огня и наш образ, дух – это вастурги. Вастурги – это солнце, символ, солнечный культ. Это наш предок. И он такой, какой он есть. Не как мы, человека. Вот такой, какой он есть. И в каждом из нас часть его. То есть мы Бога видим. Мы часть этого Творца. А чтобы у нас эта связь потерялась, нам эту связь оборвали и подключили к созданному, кто создал религии. Вот типа Иисус это Бог, Творец, вот точка концентрации нашего. Вот Он истина, все остальное Бог сотворил. То есть с контекста вырывает полного понимания, что такое, да, единое творение. Отсюда востинское слово царь, арт. У нас же все с огнем связано. Царь, арт. Раньше предки, когда халарку котонца, одейфе густома, арт сасоджонц, арт огонь, и туда закидывали, вот как и в Индии тоже есть брахманы, они разжигают огонь, семена, благовония, то есть точно так же царь,
закидывали, масло. На астинском тоже, заметьте, ар, везде ар. Культура, культра, вера, его правильная форма ведатра. Не верить, а ведать, видеть, свет. Была ведическая культура до зороастризма. Нет у нас такого, как вера. Мы просто говорим, что у нас поверхностно, чтобы другим дать понять, что у нас своя религия, такие же истины, чтобы людей сказать, у нас своя истина в посаде, а так у нас нету. Мы это называем Ахдав или Ардав. Да, Ардхаше, культ солнца, огня, воин света, Арий, да. Разма это не просто вперед. Когда вы говорите Иратта разма, куда разма? То есть опять вам искоренили смыслы полные, и вы вас буквально разма. Нет. Куда могут идти арии разма? Если они не знают, кто они, если они не знают, что это есть носители культа солнца, огня, воины света со своей культурой. Асы, боги. Вот когда спрашивают, как на вашем языке переводится асы, ну, она встречается в зороастризме в Авесте. Аша производную тарта, огонь, дух, то бишь Творца, частица Бога. Отсюда и нарта. Дети солнца, как Абаев переводит, как и Алан и Арий. Синоним там один. Дети солнца или дух Творца. Асы это боги. А с точки зрения нашей культуры это просто знание о своей божественной природе. Отсюда и в нашем языке азья, как в Евангелии Бог о себе говорит, аз есмь, на нашем языке аз есть то же самое, аздан, воздан, аздан, богоподобный. Это же солярный символ, то есть осознание своего божественного начала, своей духовной истории. Она не с Библии, не с ислама начинается. Это я к чему все сказал? К тому, что проблема в чем? Проблема в том, что когда ты со своей культуры уходишь, во-первых, наша вся проблема из-за того, что проблемы, если кто-то не осознает, не знает, именно из-за того, что мы от своей культуры уходим. А почему? Потому что не знаем. Потому что если бы знали, не уходили, она ни в чем не нуждается, в ней все истины, да, о твоей природе, тебе дающие знания, сознание. То есть, если бы ты знал, что такое аз, ты бы не принимал еще какие-то шаблоны или спасения, вот эти признания куда-то. Это тебе так написали, и ты должен что-то произносить только тогда, и тебе дают определение. А кто дает? Кто эти шаблоны придумал, написал? Ладно, ты их принял, но дело в том, что твою культуру потом дискредитация же идет. То есть, значит, твоя культура, твой язык не полноценный, неправильный, безосновательный. Потому что для мусульман, например, Бог начинается с первого аята. А значит, до аята твое имя божество – это неправильно. Кто-то скажет, какая разница, как Бога называть, Элохим или Хуцау. Это опять по невежеству, незнанию. Если бы вы знали, что такое Хуцау, перевод, а это от слова Хор Цауи, то есть связано с солнцем, а это другая интерпретация. Противоречащее названием, естественно, мусульманам принципиальным. Пойди-ка ты где-то в арабских странах в мечеть зайди, или еще в Сирию пойдите там, или в ИГИЛ пойдите и начните им говорить, что Аллах это Хуцау и что это солнце. Попробуйте духом, если у вас, а вы не скажете никогда. Потому что вот в этом и вся кроется проблема и разделение народа. Потому что как только ты принимаешь другую религию своими словами, ты себя в это информационное поле уже все, а все остальное, ты же начинаешь углубляться в это. Тебе надо сначала зазубрить арабский, где-то еще далеко до чего-то исследований, и то ты там никто. Твоя философия там не нуждается никакие. То есть то, что кто написал, вечно перед тобой будет стоять перед которыми ты никто. И твой ум,
Ты не можешь думать и развиваться, у тебя нету своего ума. Ты должен только повторять и слепо принимать. Понимаете, в чем проблема? То есть эти религии, они не ведут к развитию, а наоборот, ну, вы сами понимаете. Не хочу... Почему я это говорю? Потому что вот как раз-таки наша культура, она, в общем, из-за этого как раз мы теряем что? Самоидентичность, культуру, свои истины, свой язык. Почему язык? Потому что в языке это санскрит, это знание, это не буквальные какие-то я, бе, там, разма, вперед. Это дискретация шла в корне. Зато другие идеи, они проникли, подменили к нам. Как я сказал, попробуйте в арабских странах, если вы свою культуру знаете, начните там им втирать, да, свои интерпретации. Вы увидите реакцию, как толерантные, веротерпимые озверяются там. Зомби встанут, скажут, что за... Ну, хорошо, один там промолчит максимум, а другие там, типа, ну, вы же сами понимаете. А потом вы говорите лезет, так кто кому пролез, проник, подменил. Я лишь вам говорю голосом вашей культуры. И это все к чему говорю. Лично ко мне, запомните, по всем этим вопросам я делюсь своими за то, что я познал. Но все вопросы, вот если вы лично со мной хотите разборки делать по этим вопросам, они не решают вообще ничего. То есть это национальные вопросы, вопросы народа. Поэтому я вам предлагаю, если вы по-настоящему за правду хотите разобраться во всех вопросах, я вам предлагаю из числа мусульман, христиан создать, да, организовать такую, вот как бывают дебаты или дискуссии, и из числа традиционалистов, и чтобы там принимали участие все, да, и народ, и это народная тема, да, и там наравне будем свои слова обосновывать. И вот как-то так, если вы... А так, вы же говорите, на чем обосновывается твое. А как я могу, если... Мы... Дело в том, что наша, то есть аланская культура, она... Нас практически уничтожили, вы сами лучше знаете, хромой Тимур. Да, мы знания потеряли, это своя верхушка, своя голова. То есть верхний цвет на знамени – это нартовский род Аллах, Валлакта, носители своих знаний, голова. Вот как в Израиле несут типа Богу, волю Творца, богоизбранный, люди Писания. А все остальные типа... Как мне один еврей там ответил, есть какой-то блогер известный, за Кавказ говорит там что-то. Я ему говорю, ну типа, и вы же богоизбранный там, ты да не понимаешь ничего туда-сюда. Я ему говорю, в смысле, вы же себя называете, люди Писания богоизбранные. Как это понимать? Значит, вы типа несете волю Творца и типа все остальные тупые или что, не несут? Кто определение дает? Кто вы такие вообще? Боги, что ли? От имени Бога? То есть они прямо думают, что они от имени Бога говорят. Так как это определить можно? Это шизофрения, натуральная шизофрения, натуральная. Никто не может определение дать. Как вы можете этому? Люди Писания. Значит, получается, их Машах, он типа самый-самый, у других самый-самый, свой Махди, у других другое, а наша тема это типа в счет не берет. Как так? Вот и Нахчи тоже такой вопрос. Почему в устах арабов Дели не звучит?
Но это же так понятно. Или Хуцау, что он неправильный, потому что. Ну, согласитесь со мной, никак вы его не туда, он им... Ваша культура, нам надо осознать, она не чужда их мирам, то есть кавказскому миру. Еще вас втянули, вот посредством религии вы принимаете и втягиваетесь в их разборки межрелигиозные. Так же ведь оно и есть. Не осознавая то, что вообще... А ваша культура типа это... Ну, танцы там, вот как-то, ну, что это не религия, что это типа что-то как-то посредническое, да. И вы как-то Аллах Дели наравне говорите Дели. У дагестанцев Хоцар, как и Хоца у нас. У славян тоже Хорс. То есть нету. В Коране вам сказано 90, вот как есть, так есть, не прибавить, не убавить. Аллах и все. Какой Дели, какой Хуцау? Вы его не вместите туда. И тем более полная арабизация. Вот вы же говорите, по одна религия останется ислам. Тем более, где там принципиальность, рано или поздно, если останутся, кто будет держаться за свой Дели, но будут вот из числа арабов принципиальных, вас спросят, что такое Дели вообще? А вы же сами знаете, что это относится к пантеону богов. Это свое мировоззрение. И вам скажет, так, какой Дели? Так, это же кафир. То есть не пойдет. Поэтому, честно, чем больше, я это к тому говорю, чем больше ты осознание приходит, что самоидентичность и твоя культура, что несет, твои названия на твоем языке, тем больше ты понимаешь, что через призму своей культуры, что это информационная борьба в корне идет. И она в умах, в головах людей, и разделение. А это как раз таки в угоду тех, кто нам рисует будущее. Посмотрите документ, который выставили за фейковый ООН. Новый мировой порядок. Кто его описал? Клаус Шваб там. То есть сокращение населения туда-сюда и тому подобное. Как раз таки вот межконфессиональные и другие, как раз таки войны, вот сейчас тоже та же тема идет. Дискредитация старого мира, носителей вот асов культуры. Еще я могу сказать, конечно, кто что не говорил соседей, спорили там за Алан. Именно вот мы, самое одно из доказательств, то, что вот часто же говорят, типа, то, что осетины не мусульмане, это и доказывает, что мы не автохтонный народ. Все совсем наоборот. Именно это и доказывает, что мы самый автохтонный народ, потому что мы носители древнейшей культуры, еще сохранившей. То есть я вам еще не говорю, да, несмотря на то, что, может, мы враги какие-то, но поверьте, ключ к этому пониманию, вот я вам могу конкретизировать. И последние хранители этой культуры, я могу сказать с уверенностью, осетины. Может, еще есть, я не знаю, пожалуйста, пишите, и давайте будем культурно обмениваться, сравнивать анализы. То есть через сравнительные дагестанцев. Просто я всегда душой открыт с нашими соседями. Зачем, не предвзят, как бы. Как бы, да, конечно, есть разделение, все, политика, но именно, наверное, тоже для этого, чтобы мы, вот это есть голова Кавказа, это мое личное мнение, культура, это есть древнейшая, это есть еще Кавказ, вот. И это есть голова его. Самоидентичность. Пока нас полностью... Вот кто, против кого война идет славян, да? А это тоже полная дискредитация. Вот именно славяне, они относились к этой... Был союз племен Роксоланов, Русы и Аланы.
И от слова рох светлый, рохс, русский от слова раса асов. Чтобы вот русскими славянами я советую со мной связаться, и вам не хватает для исследования знаний. Вот кто исследует свою культуру, язык, вот осетинский и русский, они очень тесны. Вот, допустим, простой пример. Хорошо, хуарз осетинская и хорз. Хорз осетинская, иронская форма, дегорская хуарз, хорз. И там везде хор. Солнце арз, природа. А у славян ра это и ар это солнце, и ар это земля. То есть там одни и те же смыслы. И в дополнение они подтверждают одни и те же истины. И вам для исследования именно нужен те, кто знает, понимает язык нашего народа, да, рода. От слова нар, солнце, род одной культуры, рода и духа, од. Это отсюда один, два, три, од это дух, с одного духа произошли. Или раз, два, три, я есть свет, раз. Русское Бог это не библейское, с Библии начинается, а со скифского бога. И оно, дело в том, что распространялось на людей. Был такой царь Богатар, Ос-Богатар. То есть, а Бог с кем связывает в Библии? Конкретно Бог сотворил там. Там совсем другое мировоззрение. Бог начинается или там Творец, или с Иисуса, богоподобный. А все остальные из глины, из там. А с точки зрения нашей культуры, русов, славян, асов всех, все мы являемся частью одного целого, да, отсюда и народ. Нар, люди одной культуры, солнца, да, носители одного рода, одного ода, духа. Обратно почитать доран, дор, мы есть одной, то есть истины, то есть фундамент, основа, камень. Отсюда и нартиада, нартиадам. Если с точки зрения Библии Адам это первочеловек, то на нашем языке, по-моему, иначе тоже Адаманна, Катнарадуюн, если не ошибаюсь. Адаманна, Адаман. Может, это в войнахском попал, да, от нашего Адам. Это во множественном числе. Адам, люди. То есть до Адама еще были люди, мы же не говорим, что и динозавры. А динозавров вообще в счет никто не берет. Совсем обнаглели. В Библии там о динозаврах кто-нибудь написал вообще. Оказывается, до Библии. Ага, попались. До Адама был динозавр. Завр какой-то. Заур. Заур его звали. И что ты? Завр, зверь. Кто там был? Короче, динозавров в счет. Не, а рептилоиды, говорят, они тоже хорошие были. Ну, и плохие, и хорошие, между собой. Там есть несколько версий. Говорят, боги там с Ориона сюда, на летающие тарелки прилетели и... А другая версия Энста Мулдашева, кто смотрел «В поисках города богов». То есть одна мифология говорит, что с другой планеты, а по другому исследованиям, типа все расы, они
здесь формировались. Лемуры, лемурийцы, атланты, гипербореи. А где о них? В Библии о них что сказано вообще? В исламе что-нибудь о атлантов, гипербореев? Не, ну динозавров как можно было? Сначала были динозавры, потом рептилоиды и эти. Ихтиандры. Может, Адам Ихтиандр от Ихтиандра произошел. А как еще, а как их рисуют в брошюре? Я недавно смотрел там, ну я давно видел, вот кто исследует там образ Иисуса, его же рисуют там вот божественный, светлый, как, ну типа богоподобный, как в него, вы видите, это тоже образы влияния. Почему? Потому что вы будете те же истины говорить, да, идти, ну вот с моим акцентом, кто скажет, что я типа богоподобный. А вы точно уверены, что Иисус не пришел туда, и у него цепь была, и он крутил и там, ну, типа, начал права им, вот как бывает крутой там, типа, и что, заблудший дома Израилева, ну, в таком контексте, да. Кто его знает, как он вообще? Я это к тому говорю. Вообще, говорят, о нем в источнике, он вообще захоронен, говорят, где-то в Индии, где-то в гробнице. Я не знаю, насколько это правда, но в текстах буддийских о нем говорили, типа он буянистый был. Простой человек там, например, там за правду мог буянить. Настоящий кавказец был. Может, это с наших краев был. Ну, то, что он нес, точно он с нашей культуры был. Воздан он нес, джинат, воздан. И из него потом религию сделали. Ну, и точно, по крайней мере, его же никто не это. Да, но он там, типа, делайте так, так, заблудшие овцы, да, как он. И на него разозлились. А его как, да, его образно, вот там есть фотка. Он вообще темный, кучерявый какой-то, ну, вид у него вообще такой нарывчатый, быкует, короче. Может, пришел какой-то, как у нас кавказцы бывают, и начинают там свои эти. Просто то, что он идею, наверное, он им там хотел свою тему протолкнуть культуру, и не получилось, и его распяли. Зато у него взяли, из него сделали идею хорошую. От язычников. Крест, вместо креста вот языческого сделали вертикальный. И, в общем, не, ну как рисуют? Это даже уже как-то, да, в сомнение вводит. Что-то здесь не так. Почему Иисуса именно рисует вот? Я, между прочим, у меня картина есть, я просто сделал. Как дань уважения другим. Ну, сейчас я уже категорично, я просто как тема была, я сделал. И его же как изображают? Светлый, да, такие голубые, ну как вот. И в брошюрах везде. А на самом деле вот другой вот, как сделали вот. А, между прочим, я по культуре смотрел какой-то документальный фильм, помню, и там, в общем, были арийские христиане назывались, и они с христианами конфликтовали. Были христиане, были арийские, и там у них свой этот был, как его, не часовня или часовня что-то. И они Иисуса изображали вообще по-другому. Там его показывали, он пухлый, кучерявый, короче, вообще не как в брошюрах рисует. Да, это что же тоже кто-то специально, наверное, рисует так.
Или в фильмах как, да. А я думаю, все это потому, чтобы вот, как бы вот, видите, кто бы что ни говорил, все равно исповедователи этой религии, все равно перед ними был только вот один этот образ влияния, да, который впечатление наводит. А все это работает по системе впечатления и внушения. Да, себе тот образ, который ты на тебя наводит такое влияние, впечатление, и ты излечиваешься. Но поверьте мне, есть одно но. Никакими проповедями, молитвами вы себе мышцы не укрепите. Оно молитвами никак ничего не. Надо вам заниматься. Ты венхельский горн, ты мусульман или христианин, или... Я Алан Ари, или язычник, да. Самый натуральный. Натуральный язычник. Услышали бы это эти братья пора. Индуистская идиотология. Насчет того, что многие говорят, типа, во-первых, наши предки распространили культуру среди индуистов. И вот эта кастовая система, брахманы, кшатри, это сурх, красный цвет, ахсартаката на нашем языке, нартовский род. И бората, то есть наша культура была распространена. Те же наследники скифской культуры, это ныне, ну, смешанно еще с исламом, насколько известно, это сикхи. Сикхи, посмотрите, минута славы, сикхи. Как они на головах своих бетоны там ломают туда-сюда. Сикхи. Но это новая религия сравнительно. Но насчет того, что когда я привожу примеры с индуистских источников, а Махабхарата это есть, а Вхорта, Бора, в общем, Бората на наш язык. Или Махабхарата, как многие говорят. Махабхарата, Ригведы, Веды, это ведическая культура, это наша тема. Буддизм, вот кто смотрел Китай, Алана, китайский след, там некоторая часть Алана, она буддизм исповедовала, или Бон, по-моему. Религия буддийская, Бонни. Буддисты многим по всем очевидцам очень как-то, когда их встречали, как говорили, очень как-то с уважением относились. Но это все к чему говорю. Вот тот, кто восточную философию перевел, и термины, понятия, это именно Рерих, благодаря Рериху. Монада, моназ, вот древнейший символ, который он находил там, вот 3 круга в круге, это символ Творца. То он его сделал своим, то знамение мира, пакт Рериха называется, как символ сохранения древнейших памятников народов мира. То есть он тоже искал знания. И вот дело в том, что благодаря ему, да, то мы же на русском все понимаем, Восток, да, восточное, мы же забыли многое, термины, понятия. И для, ну, вот этих, которые, когда мы говорим источники, типа, что у нас, культура, и мы индуисты или что, при чем здесь индуисты? Была одна единая культура и знания, и тот, кто был носителем, да, ну, мы многое потеряли, потому что наше информационное поле,
то есть нас победили. И чтобы, то есть на осколки, и чтобы полная картина была, нужно все эти осколки собрать и через призму своей культуры сложить это все, чтобы ты понял. Поэтому мы это приводим. А так какая индуисты мы или буддисты или что? Надо все правильно понимать именно под текст, что под словами, под буквами, под символами, через символы. И быть непредвзятым, если ты по-настоящему хочешь, что если для тебя интерес представляет, что такое Бог, да, познание там. За исключением, вот именно, что здесь речь идет о познании. Ты хочешь понять через свой ум. Наша культура, она подразумевает через твой ум идти, познание, понимание. Ясно, да, они слепо верить и повторять что-то. А когда в дискуссии что-то говоришь, тебе говорят, ну, все, да какая разница, все дороги ведут к Богу. Ну, понятно, но если вы... Религия вам дело в том, что вы никогда к Богу. Почему? Потому что когда вы уже говорите, все дороги ведут к Богу. Вы уже от Бога, вы уже... Как вы можете? А что такое Бог? Вопрос. Значит, что он где-то, а где? В каком месте? Может, кто-то определение знает? Никто. А с точки... Вам поставили какие-то пути, куда-то, что-то, где-то, не знаю, куда, и вы должны что-то. А здесь, с точки зрения нашей культуры, ты вот он. Бог вот он. И тебе твой язык об этом кричит, культы. Царь, жизнь. То есть арв, хуарз, хорз, дарай сом хуарз. Везде хор, солнце. Нарты, самоназвание, асы. Ты часть этого целого. Куда идти? Какие познания? Что, где, когда? Где определить? Где это? То есть, если там надо верить словам, которые тебе написали, а здесь ты через свой язык сам Бог. У тебя нету богов. Аз никогда не еще какого-то. Вот Иисус это аз, да, допустим, аз. Только он богоподобный. А если ты знаешь, что твой язык, ты сам, в тебе есть Дух Вечный, сам ты богоподобный, то какого еще Бога ты должен в него покрести именно что-то? Тебе сказали там спасение, там, что, короче. Что, где, когда, короче. Всевышний вознесся над своим аршем. Но это ты повторяешь слова, под ничего вообще не понимаешь. Вот ты, это же как утверждение написал, да, но сам же не понимаешь, что написал. Всевышний вознесся над своим аршем. А теперь вопрос, как это должен человек понять? Где вознесся, кто вознесся, что такое Всевышний? Вопрос, что такое Всевышний? Все, от слова все вышний. Может, все единый лучше сказать? Или все вышние. А вышний где? На вышке, на какой вышке? Может кто-то показать? Как ты даешь определение? Ты же со своих уст это говоришь, типа утверждаешь, типа свидетельствуешь. А как ты вопрос можешь засвидетельствовать, что не можешь показать пальцем? Точно так же штыркать чем хуцал. Где штыр? Где? В каком? Где? Как? Что вы под этим подразумеваете? А может оно вот оно? Царь, арт, то есть дух везде во всем, что вы называете. И в тебе. Нас разделяет лишь собственная эволюция тела, душа и... Как вы можете определение дать? Кто что вознесся? Кто это сказал?
Возьмите, спросите, вот кто это сказал, Всевышний возьмешься над своим аршем, вот к нему подойдите и спросите, ты откуда это взял? Ну обоснуй. И вот тогда можете как-то спросите с него. Да, а вы это пишете как утверждение, а на основе чего? Хорошо, в вашей религии, у нас такого нету. Где что, кто? Например, в этом-то и дело. Если у вас там Бог одному говорит намаз делать, другому надо свечки ставить, креститься, и вы начинаете это навязывать, то у нас такого нету. Нам Бог ничего не говорит. А вы даже и не спрашиваете, показывая неуважение. Даже в этом уже неправильное поведение людей и отголоски фанатизма. Ну, это и есть фанатизм, идолопоклонничество. И в рамках нашей традиционной культуры есть идолопоклонничество. Когда вы говорите то, что не можете определение дать, и хорошо, сегодня там кто-то пошел в Кувандона, оттуда вышел, у него сигареты в руках, фотка. Я спросил, вы в Кувандоне были? Что за? Да. А что у него сигарета делает? Значит, говорю, Кувандон не помог. Как Остаз сказал, весь мир мой храм, любовь моя святыня. Где, это же от человека идет. Кто тебе что должен сделать, если ты сам? Все, куда бы ты ни пришел, придешь к своему я. Уберите все материальное составляющее, вообще все. И вы поймете, что ваше я, оно в пустоте беспредельном пространстве. И вот это и есть Творец, Дух, вездесущий, то есть квантовая физика. Или нирвана. Стоит вам лишь только представить, понять это образно, да. И разделяет вас что? Ваш ум. Вы же умом что-то даете определение. Или кто к вам написал, информационные программы вам заложил, и вы, принимая их как за истины, вы, типа, у вас надо что-то признать, куда-то вечно надо познать Бога, короче. Тем более, если ты не, значит, ты, короче, да просто уберите материальные составляющие, все, ум тоже, остановите его. И представьте, что вы в беспредельном пространстве. Вот вы все, растворились в Боге. И вы сами есть Бог. Все, вы познали. Отсюда вы я есть вечный, аз есть. И наше аз я. И тебе это дает твоя культура через символику. О хуцав или ом, звук о. Кавказских вот фон идет. О, это мантра. Как в индуизме, буддизме. Или это с точки зрения науки беспредельное пространство. Только вам рассказывают это в прошедшем. Сначала было ничего и возник этот мир. Да, есть эволюция, но истина еще в том, что оно и надо понимать здесь и сейчас. То есть мы же даем определение с истории, там, сначала у каждого народа, теократического общества своя история со своей точки, установки этой точки, и все под эту точку. Они рисуют образы в виде Иисуса, другие в виде других образов. И у них история начинается с их